скажут армия, и вспомни день зимой. Январский день 42-го года. Моя подруга шла с детьми домой. А они несли с реки в бутылках воду. Их путь был страшен, хоть и недалек. И подошел к ним человек в шинели. Взглянул и вынул хлебный свой паёк. 300-граммовый, весь обледенелый. И разломил, и детям дал чужим. И постоял, пока они поели. И мать рукою, серую, как ты, дотронулась до рукава шинели, дотронулась, не посветлев в лице. Не видел мир движения благородней. Познали все жизни нас армии, стоявших с нами в городе в кольце. Они расстались. Мать пошла направо, боец вперед, по снегу и по льду. Он шел на фронт, за Нарвскую заставу. От голода, печась на ходу. Он на фронт, мучительно полим, своим отца, мужчины и солдата. Огромный город умирал за ним, в седых лучах январского заката. Он шел на фронт, одолевая бред. Все время помня, нет, не помня, зная, что женщина глядит ему во след, благодаря ему, не укоряя. Он снег глотал, он чувствовал с досады, что слишком тяжелеет автомат. Добрел до фронта и попал в засаду на истребление вражеских солдат. Теперь ты понимаешь, почему нет армии на всей земле любимей, нет предания ее народа своему, великодушной и непобедимой.